ближе. Всем привет, с вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре одно слово – легенда. Легенда – это Nissan Skyline GT-R в кузове R32. Встречаем. Ребят, если у вас с колесом беда, то приезжайте в шиномонтаж на Хатунярском шоссе. Вам сделают любое колесо любой сложности. Вот, собственно, вот так проходит ремонт колес. Так что приезжайте, ребят. Доступные цены, хорошее качество. Приезжайте, не пожалеете. Итак, начнем с того, что это Nissan Skyline GT-R. Модель появилась в 1989 году. После 16-летнего перерыва наконец-то появился настоящий Getter, который был в 1973-м. И модель, естественно, претерпела большое количество изменений. Вместе с выходом Skyline в 1932 кузове появился Getter. В общем, автомобиль, по идее, сделан для гоночного стандарта группы А. Это гоночный стандарт такой, что японцы хотели попасть в класс 4-литровых, но там по другим причинам, о которых я скажу позже, они упали в класс 4,5 литра. То есть тут мотор, естественно, легендарнейший, мы говорим о нем попозже. Внешне, чем отличается Nissan Skyline от Getter. Естественно, давайте посмотрим сюда. Немного расширено, естественно, сам кузов. Получил небольшое расширение, это видно, если сравнить его с обычным Skyline. Также, ну, естественно, это диски родные, которые были. Тут, конечно, стоят не родные, там стояли 17-дюймовые диски, на обычном Skyline таких дисков не было. Тормоза, ходовая часть, все это, техническая начинка, все было совсем другая. Итак, давайте поподробнее. Итак, ходовая часть, что было изменено? Естественно, так как это Getter, именно Getter, здесь стоят система полного привода, умная, которая перераспределяет крутящий момент зад, перед, там, где лучше сцепление. То есть это в 1989 году была уже такая система продумана. Из-за этого автомобиль стал немного тяжелее, чем обычный Skyline, там, да? Ну, это компенсировали опять-таки тем, что стоит под капотом. Тормоза, естественно, более мощные. Здесь, вот, если посмотреть сюда, здесь ниссановские родные тормоза, задние диски, спереди тоже очень серьезные тормоза. То есть машина реально для гоночного трека, для зажигалка такая, знаете, чтобы поездить по треку, позажигать и так далее. Естественно, внешний вид еще мне вот это классика Skyline, это вот эта оптика, посмотрите, да, 4 круглых фонаря, это классический вид Skyline, это узнаваемость. В то время это было уже узнаваемо. То есть BMW делают перед одинаковый у Skyline, это в 70-х годов, как эти шли 4 фонаря, так они до сих пор и идут на, как мы знаем, на Nissan Getter просто. Также были небольшие версии, там, Nismo, V-Spec, которые там отличались, тормоза Brembo, другие диски BBS, там, размер резины и так далее. Но это все не суть. Самая суть этой машины, это, естественно, в легендарности этого мотора. Пойдемте к мотору, собственно говоря, перейдем к нему. Итак. Встань здесь. Вот. Двигатель RB26 DTT. Легендарный мотор, который ставился именно на Getter, никакие другие Skyline он не ставился никогда. Ну, естественно, можно любой Skyline свапнуть такой мотор и сказать, что это Getter, но фишка Getter это, естественно, в его полном приводе также. То есть это машина для гонок, а Skyline это более гражданская версия. Что по мотору скажем? Рядная шестерочка, классика японцев 90-х годов, то есть вечное противостояние, то есть это вечный конкурент, их сравнивают с 2RZ GTE там, и так далее, что это очень похожие конкурентные двигатели там, и так далее. Но изначально мотор сделался для именно Getter, для модели, которая будет участвовать в гонках, а не для там, гражданских версий, как 2RZ GTE. Вот и все. То есть здесь мы видим Twin Turbo
мотор, рядная шестерка, 6-дроссельным впуском. Вот тут 6 дроссельных заслонок здесь стоит. Турбины, естественно, уже другие стоят. Фронтальный кулер, кстати, тоже родной на нем стоял уже изначально. На этом моторе отличие от обычной RB25. Ресурс там около 200 тысяч, ну, на практике примерно, да. А потенциал до 70 лошадей, не влазя в железо. Но все здесь стоит, естественно, кованые поршни, шатуны и так далее, да, другие пружины клапанные там, да. То есть, ну, небольшой тюнинг уже сделан здесь. Зачем это делается? Ну, чтобы на всякий случай, знаете, что вдруг бензин у нас такой не очень, что может где-то сдетонировать, еще что-то, то есть, чтобы ничего не разлетелось, не разорвалось. Все-таки мотор очень дорогой, и тюнинг его тоже дорог. Вот. И отличие, естественно, этого мотора от РБшки 25 обычно, да, то есть тут другой коленвал с другим ходом, другие шатуны, естественно. Кстати, шатуны эти потом используются на RB25 Neo, который был более свежий мотор. Поршни ниже на миллиметр. Но здесь все уже, конечно, поменено на ковку. Все то же самое на ковку. Также блок тут без маслоканалов. Проблемы этого мотора, да, родного именно RB26, да, то есть у него на вот этом поколении 32-33 у него стоит малопроизводительный маслонасос, который на высоких оборотах терял свою производительность и двигатель получил масляное голодание. С 34-м поколением, естественно, это уже изменили и то есть все владельцы таких машин ставят просто этот маслонасос от 34-го Skyline GTR или же какой-то тюнинг. Здесь стоит маслонасос Джун уже тоже тюнингованный. Также турбины здесь другие, которые там у них шли с керамической крыльчаткой, потом они поменяли на шариковом подшипнике крыльчатку. То есть тут очень много всего доделывалось. Тут даже стоит, например, на сцеплении вакуумный усилитель, на GTR только такая идет вещь, то есть на обычной Skyline вы такого не увидите. То есть очень много таких вещей, мелочей именно для того, чтобы вы на гонке чувствовали себя уверенно, да. То есть мотор очень легендарен. Вот RB26 это вам не обычная RB-шка 25, которая там ставилась на гражданской, это именно гоночный мотор. И кто бы что ни говорил, моторчик очень хороший. Здесь, кстати, ременной привод ГРМ, который меняется 80-100 тысяч, он крутит только растут валы и коленвал, то есть помпа и все такое крутится обычными другими ремнями, то есть это, в принципе, надежно. Родные валы тут стояли с другими, 240, по-моему, фаза у них была, 240-236 фазы. Ну, тут, кстати, родные валы стоят. Вот, можно поставить и другие, будет более верховой моторчик будет. Турбины здесь тоже другие. Турбины Грэди, по-моему, да, стоят, да. Так стоял Гаррет М24. Вот, ну, пойдемте по салону, посмотрим, что там. Ставь паузу. Пока капоточка открыта будет, поговорим по салону. Итак, салончик Skyline 89 года. Отличие от обычного Skyline, то есть это вот эти ковшеобразные сиденья, естественно, тут всем все по-другому. Также тут из доработок это вот этот болтовой каркас безопасности, чтобы вы, если вдруг что, ну, конечно, но мало ли, как говорится. Другой руль, естественно, куча датчиков, которые тут просто масса датчиков. Другая приборка Nismo до 320 км в час, чтобы вы знали, с какой скоростью вы двигаетесь. Все ограничители здесь сняты. Расчетная мощь этой машины примерно 400 лошадиных сил. То есть это очень мощно. Полный привод, кстати, тут отключается с тумблера. Сделали так, чтобы он отключался. Это может быть в чем-то прикол, чтобы вам подрифтить, еще что-то сделать. Да, ну такое позажигать можно было, да, то есть не всегда с полным приводом. Ну и как бы ресурснее может, чтобы меньше крутилось всякой штуки. Естественно, что еще добавить? Ну, вот эти вот все крючки, все такое удобно, все под рукой, все сидеть. В принципе, посадка очень удобна. Сзади, не знаю, места, наверное, маловато будет, да? Ну, я так думаю. Но с этим можно смириться. Я думаю, стоит уже на этой штуке навалить, потому что, если честно, я ее боюсь. Вот, честно сказать, мне страшно. Потому что штука реально мощная, выглядит мощно и очень брутальный автомобиль. Поэтому пора наваливать, ребят. Поехали. Наваливаем.
Итак, ребят, мы находимся внутри Skyline GTR32. Шучу. В общем, машина пушка-гонка, честно. Прокатил, сейчас попробовал, ну, до этого всего съемок наших, да, попробую, что такое, да. Автомобиль очень бодро набирает скорость. И это чувствуется, его прямо мощь, прыть и так далее. Тут мы включили 4 ВД, потому что, чтобы без всяких шуточек, короче. Ну, я как бы переживаю, асфальт все-таки мокрый, немножко дождь моросит, поэтому надо быть готовым к этому. По эргономике сказать, что, ну, сижу я, вот видите, в ковше, никуда не болтыхаю, ничего, все удобно. Единственное, что вот кто покупает такой автомобиль, сразу обращать внимание на то, что вот здесь, тут стоят датчики родные вот эти вот. И вы не знаете, как включить печку. Вот любой обыватель сядет и скажет, как включить печку. А печка у нас спрятана вот здесь. То есть здесь вот климат-контроль стоит. Отсюда мы, собственно, управляем климат-контролем. Итак, ребят, ну пора навалить, я думаю. Пора стоит уже навалить. В общем, здесь пятиступенчатая механика с керамическим трудистским сцеплением. Тут надо быть очень плавным. Так, в общем, RB26D. Легендарнейший мотор, как и сама машина. Пока мы не будем... Оп, вот, керамика. Пока мы не будем сильно наваливать, почувствуем автомобиль, послушаем прыть рядной шестерки. Как бы такой знакомый звук именно у Skyline, вот у РБшек вообще, да, звук не похож на ЖЗ-ы. У него такой интересный, другой баритон какой-то, что ли, звука. И это добавляет узнаваемость не только в фарах, но и даже в звуке. Мотор легендарнейший, надежный. Кто бы что ни говорил, это очень надежные машины. Тут очень жарко. Автомобиль чувствуется своей жесткой подвеской, то есть предназначен именно для гоночного трека. Кто-то использует, конечно, его в драге, но для драга он, по сути, не был спроецирован. Он спроецирован чисто для треков, там, для каких-нибудь гоночных заездов и так далее, да, то есть кто использует дрэги, но это вот мы, то есть в Якутии, да, потому что у нас нету треков, вот мы и гоняем на нем на обычных хороших дорогах. Итак, ребят, ну мы вот едем 80, я сейчас поставлю третью и в поле. Турбина раздула. Ох, 120, 140, ядрит, смотри. 140 км в час только что, просто в мгновение ока мы набрали, выдув килограмм. То есть 1 бар было давление турбины. Вот, и машина, асфальт не такой ровный, и она немножко бултыхается. Это чувствуется, но это наши дороги этому виной. Автомобиль, кстати, этот продается, так что кто хочет купить, может зайти на Дром, найти Skyline GTR в Якутске и купить, собственно, этот автомобиль. Хорошее предложение, на самом деле, мощный, выделитесь вы из потока 100%. Вот ехать по городу на такой машине вы просто не будете незамеченным, по-моему. Ну, и цвет, и вид, и все это придает. Кто, конечно, не знает, что это GTR, все думают, что это Skyline просто, но сев в него, вы поймете, что это GTR. Вот. Так надо проверить, зажарить, вжарить. Сейчас мы вот выйдем напрямую и еще раз вжарим. Я думаю, попробовать до 200 положить стрелочку. Как бы туда-сюда до 320, но 320 мы, конечно, не выжмем здесь. Даже если он сможет это сделать. Но здесь нас просто не хватит дороги, я думаю, такой ровной, прямой. Как бы любой поворот на такой скорости будет очень сильно чувствоваться. Вот. Пора притопить, я думаю. Сейчас вот мы валим. Спокойно, да. 200, как бы для него это как за здрасте. Но нервничать за рулем вы точно будете нервничать, потому что это очень быстро и прытко. И самый прикол в том, что вы как бы смотрите на спидометр, который размещен до 320, стрелка на 160 у вас стоит ровно посередине. Вы, привыкшие ездить на японских машинах, мы привыкли посередине видеть 100. И вы когда едете 160, вы думаете, что вы едете 100 просто. А 100 у вас вот сейчас. И вы, как бы это эмоционально, психологически как-то на вас тоже будет влиять. Машина, серьезно, очень-очень быстрая. Управлять ей страшно даже на полном приводе. Я не знаю, как можно ездить на заднем приводе, честно, потому что она прямо чувствуется, как она дергается, прямо такая дерганая. И давай, вжарь меня, вжарь, типа того. Педаль от газа даже говорит сама за себя, она очень тугая, и вот ты прямо ногой давишь в нее, и машина тебя спрашивает, ты уверен, что ты хочешь надавить?
Ты хочешь почувствовать эту мощность? Вот это, видимо, сама машина вам говорит, предостерегает вас. Я забыл пристегнуться. Я честно хотел сесть в эту машину, сразу пристегнуться, но сейчас я почему-то к ней уже как-то привык и уже не так страшно. Первый раз, когда я на нее смотрел, когда я к ней готовился, мне было страшно. Потому что машина реально мощная, быстрая. Они много говорили, что она типа там 400, кто-то говорил вообще 700 лошадей в ней. Ну, это все байки и тому подобное. Здесь около 400, тут расчетная мощность, примерно хозяин так сказал, около 400 лошадиных сил. Этой мощности на вот эту маленькую купешечку вполне достаточно. Открою окошко, потому что нереально жарко. Сейчас мы развернемся, потому что дорога уже с поворотами. Тормоза, кстати, очень-очень хорошие. Они стандартные, и на Геттере стандартные тормоза очень-очень хорошие. Что пищит? Пищит, не знаю. Бензонасос, по-моему, пищит. Тут стоит не родной, по-моему, насос. Ох! Это быстро! Это очень быстро. Полный привод на старте придает вам уверенность. Вы прямо стартуете, как пушка. Пух! Вот так просто щелчком. И она ушла. Ушла в горизонт. К этой машине надо привыкнуть. Это вам не Тур-РВ. Это не что-то такое. Это реальная пушка. То есть это даже не Subaru. Subaru тоже с полным приводом вот так же подрывает. Но здесь именно мощности очень много мощности. Это чувствуется. У вас большой запас. Сейчас мы... Надо обогнать его. Он нам мешает конкретно. Сейчас мы попробуем стартануть. Попробую снять спидометр сейчас, наверное, чтобы показать мощность. Сейчас мы выйдем на прямую, на хорошую прямую. Пропустим грузовика, чтобы он нам не мешал. И покажем, что такое мощь Геттера. Фух, это мощно, очень реально мощно. Сейчас притормозим, пропустим грузовичка, которого мы обогнали. Надо его вообще упустить, чтобы он подальше ушел, потому что мы его нагоним очень быстро. Пока передохнем и поговорим о... Ну, покажи вот датчики родные, там вот это все можно показать. Вот это все родное. Вот это 3 родных датчика, про которые я говорю, что они закрывают вам место для печки. Это все, конечно, уже не родное. То есть это соотношение топлива к воздуху там и так далее. И ГТ, датчики турбины, давление масла и тому подобные вещи. Так, он ушел. Сейчас мы встанем на стартовую линию, так называемую. На нем тяжело плавно тронуться. Так, ты готов? Ты как-то сосредоточишься, потому что тебя дернется жестко. Хорош. Нахер. Это очень быстрая штука. Без того она эмоциональна, что мы просто догоняем грузовика, который просто впуливает туда в пушку. И это добавляет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого потряска? Тут жесткая подвеска все-таки. Жесткая подвеска на нашей дороге, конечно, плоха. Потому что вот мы ездили на этой дороге и на Кресте, и на Альтесе, да на всех пушках, которые мы снимали, и их не так потряхивало, как эту. Здесь на такой дороге очень надо сбрасывать скорость, потому что его нереально вот так всего колбасить. Потому что гонок Креста, Турик песня, которая. Ну колбасил, но не так. Здесь он очень сильно колбасит. Ну не знаю. Мне кажется, он сильно чувствуется. Ну, машина харизматичная, быстрая. Блин, вы не останетесь незамеченной на таком автомобиле. Ну и стоят, конечно, такие экземпляры живые, что за 500, далеко за 500, серьезно. Потому что машина легендарная, редкая, и платить за нее нужно. В городе у нас, по-моему, один такой Геттер, больше нету, насколько я лично знаю.
Может, где-то и собирается в гараже, там, да, или подобие геттера, может, собирается, но это все не то. Родной геттер — это родной геттер. Он может делать так просто. Вот. Просто выдуваем 0,7, а четвертой передачи спокойно. То есть тут почему-то нет такой турбоямы. Возможно, она есть там в начале, вот когда вы стартуете, вот видишь, как его качает? В начале, когда ты стартуешь, она может быть немного есть, но потом, когда включается ваша Twin Turbo, это просто вдавливание в сиденье. Нереально. Нереально просто. Это я еще стартовал как бы плавненько старался, чтобы не там без всякого этого, чтобы резину не жечь и так далее, короче, не лишний раз не гонять, короче, машину. Вот. Человек, кстати, попросил сфотографировать, когда будет 1.99999, надо не просхать момент сильно. Надо напомнить, вдруг мы проедем. Скорее всего, мы проедем. Через километр будет это. Через километр будет уже такое значение на спидометре. Интересно, тронется второй? Ну так, трогается. Ух. Прыть, мощь. Рядом? Нет, еще нет. Это очень быстрая машина. Гоночная, быстрая, мощная. Вот, в пол даже давить не надо. Вам хватит 50% дросселя. Потому что, давив в пол, вам будет страшно. Мне лично страшно. Ну, это, конечно, дело привычки. Уже 9. Через 800 метров будет 4-5 девяток. Может, мы к ним подъедем в это время. В общем, мощности на этой машине вполне хватает. Сейчас надо запечатлить момент. 5. Еще 300 метров, короче. Хорошо видишь? Восемь. 8,5 и 9. Вот он, девяточки. Мини-праздник. Мини-праздник, ребят. Вот. 1,9999999. Хозяин попросил просто реально. В пол. Вот надавливаешь? Ядрит. Ядрит. Очень быстрая штука, реально. Я думаю, достаточно впуливать, потому что она страшная в управлении. Что-то случилось, она заглохла. Она страшна в управлении, потому что она очень такая прыткая. Прыткая, мощная штука. И тут реально надо держаться двумя руками за руль. Вот такой удобный руль. Сидеть где-то в ковше и вот так вот управлять автомобилем. Потому что если вы надавите на газ, прямо вы вдавливаете сюда, и вот вы вот так вот едете. Это чувствуется конкретно. Вот при понижении передачи чувствуется. В пол надавливать. Вот, турбина пошла. Килограмм. Вот. Твою мать. Это очень быстрая штука. 200 км в час хорош. Хорош. Все. На спидометре 200 мы вместе, как в песне Кулаш, добились этого результата. Не, серьезно, я не сидел в машине, где был вот такой спидометр, да, например, чтобы она впуливала, и чтобы ты положил 200. Это классно. Это такое ощущение интересное, как будто ты едешь не у нас. Фух. Пушка, блин, я вспотел. И, кстати, на полном приводе, да, вот асфальт мокрый, но она не так сильно уж и нестабильна. Я переживал, что будет мокрый асфальт, она будет очень нестабильна. Вот без газпол, да, он как-то плавно так тебя вдавливает, блин. А вот это уже не плавно, нифига. Это уже резко.
быстро и мощно. Тормоза реально для стандарта очень хороши. Блин, это мощно, это реально мощно. И я советую вам купить такой автомобиль, честно. Потому что... И почувствуй, что такое реальные эмоции. В общем, пора делать итоги, ребят. Пушка, гонка! Итак, ребят, что скажем в итоге? В итоге мы скажем, что это, как я уже и говорил, это легендарный автомобиль. Это Skyline GTR. И вот этот красный зверь заставит вас выделиться в потоке, заставит вас улыбаться, заставит вас нервничать, заставит вас пережить бурю эмоций. И смотря на него со стороны, не знающие люди не поймут, что это Getter. А переделать Skyline, обычный Skyline, в Getter у вас не получится, потому что он не будет таким. Он будет Skyline, а это будет Getter. Это гоночный автомобиль, который создавался для этого. Создавался, чтобы вжаривать на нем. Создавался, чтобы побеждать на нем в каких-то гоночных соревнованиях той же группы А, о которой я уже говорил. И вот эта пушка опережает время нынешнее. Ее система полного привода умная, которую сейчас ставят на новые автомобили. Ее вот этот RB26 который в 2002 или 2004 году сняли с производства, теперь на его месте в этом заводе делают двигатель для обычного GTR, Nissan GTR, который VR38D. Это все говорит о том, что эта машина легендарная, и она делалась с душой для гонщиков, чтобы они были уверены в своем автомобиле, были уверены в том, что они смогут справиться с этой мощностью. И эта мощь можно бесконечно увеличивать. Так, ребят, так что подписываемся на мой канал, ставим лайки вот этому GTR. И если у вас есть большая сумма денег, ну, относительно небольшая сумма денег, и можете купить этот автомобиль и получить такие же эмоции, как получил только что я, проехав по этой дороге, получил эмоции, получил страх, получил все, что угодно, получил эту легендарность какую-то на себе, почувствовал вот эту душу того времени. Так что, ребят, подписываемся, ставим лайки, не забываем, 2, 3, поделимся с друзьями этим видео. И все, ребят, всем пока, удачи!